Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. План по запуску авиасообщения между Сухумом и Санкт-Петербургом обсудил Бадыр Агунба с губернатором города Александром Бегловым. В Абиги открылась научная онлайн-конференция, посвященная 1700-летию Первого Вселенского собора в Никее. В Улрыбском районе в самом разгаре работы по освещению участка центральной трассы протяженностью 2 километра 800 метров. Бадыр Агунба подписал указ об утверждении нового состава Совета Безопасности Республики Абхазия. В состав Совбеза вошли Беслан Бигвава, вице-президент, Адгур Агрба, генеральный прокурор, Владимир Ануа, министр обороны, Лаша Ашуба, спикер Народного собрания, Олег Барцец, министр иностранных дел, Дмитрий Дбар, председатель службы госбезопасности, Владимир Делба, премьер-министр, Роберт Киут, вице-премьер, министр внутренних дел, Рауль Лолуа, секретарь Совета Безопасности, Владимир Савченко, начальник генерального штаба вооруженных сил, Беслан Эшба, руководитель администрации президента, председатель Совбеза, президент Бадыр Агунба. Президент Абхазии Бадыр Агунба встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, в котором Бадыр Агунба принимает участие. Президент отметил важность Санкт-Петербурга для Абхазии и заявил о стремлении к укреплению связей между народами через совместные проекты. Также обсуждался план по расширению географии полетов, включая прямое авиасообщение между Сухумом и Санкт-Петербургом. Я хотел бы отметить, что наши отношения развиваются. Есть несколько вопросов, которые мы уже совместно проработали. Это сейчас прорабатывается вопрос о передаче машины скорой помощи, троллейбус, ряд техники. Поэтому я думаю, что в ближайшее время эти вопросы будут решены. Мы это сделаем. Мы хотели бы отметить, что отношения у нас очень хорошие, даже дружеские с некоторыми членами правительства. Поэтому нам уже пора подписать соглашение совместное, чтобы больше развивать отношения. Но еще главное, как вы говорите, нужно развивать еще и горизонтальные связи. Мы могли бы там подписать пару соглашений между нашими районами и районами Абхазии. Надо посмотреть, там есть предложения кое-какие, надо просто рассмотреть и то же самое сделать. Ну, в области здравоохранения, образования очень важно, чтобы могли студенты учиться и в колледже, могли бы мы принимать не только высшие учебные заведения. Ну, и мы готовы делиться по вопросам коммунальной системы, у нас хорошего транспорта. Вот, ну, туризм, само собой, разумеется, для нас это одно из важнейших направлений. Поэтому рады всегда видеть вас. Добро пожаловать. Абхазия для нас родная, братская, я бы сказал, республика. Хотел прежде всего вас, уважаемый господин президент, поздравить с избранием, убедительной победой. Это большое доверие народа. Поэтому, ну, послужить, не каждому дает честь послужить своему народу. Поэтому с высоким вас доверием. Поздравляю. Успеха, удачи вам на вашем поприще. Всегда рядом. Ну и последние события показали, что он достойно представляет сегодня республику. Поэтому спасибо огромное вам. Мы всегда готовы оказать содействие. То, что касается прямых рейсов, это вопрос очень важный для нас тоже. Мы, петербуржцы любят Абхазию, с удовольствием приезжать, но не только на отдых, но еще и, конечно, то, что касается развития бизнеса, это тоже очень важный момент, чтобы было общение между нашими бизнесменами и бизнесменами Абхазии, совместно выгодное подписание контрактов, развитие. Также то, что касается медицины, у нас уже есть хороший опыт с вами поработать, да, особенно то, что касается наших онкологических центров. Они, в общем-то, сегодня, не побоюсь это сказать, лучшие в Европе. Поэтому готовы, если в необходимости, принять ряд жителей Абхазии, там, если какая сложная обстановка, взять. Хорошо развитый институт педиатрии,
Поэтому если что-то там связанное с детьми, так сказать, такие уникальные вещи мы могли бы тоже взять к себе, там, оказать всяческое содействие. На алые паруса. Да, дети едут у нас. Это очень хорошо, чтобы они посмотрели. Вот у нас сегодня приезжает со всех стран мира практически, да, там много народу, мы их приглашаем не только с России, но и других. Это действительно праздник выпускников. Ну и ждем вот сейчас выпускников из Абхазии, ну и последующие годы. Ну вот на это мероприятие выходит где-то до 1,5 миллиона человек. Если у вас будет время, мы приглашаем вас на военно-морской парад, который состоится в Санкт-Петербурге. Это тоже зрелище такое. Красиво, интересно, как правило, всегда приезжает Верховный на этот парад. Ну и всегда вообще добро пожаловать не только с официальными визитами, да и просто можно приехать, отдохнуть, посмотреть. Я знаю, вы город знаете, да. Поэтому всегда добро пожаловать. Эти отношения выстраивались веками, и мы намерены укреплять эти отношения. Хотел бы поблагодарить за возможность сегодня встретиться. Для нас Санкт-Петербург, история, это наша общая история. Мы чтим память тех людей, которые самоотверженно защищали этот город. И, конечно же, сегодня настало время созидать, сближать народы. В этом смысле мы нацелены реализовать проекты, которые позволят нашим гражданам быть ближе друг к другу. Благодарю за те направления, которые вы уже отметили, в рамках которого мы планируем взаимодействовать. Вы знаете, что у нас республика динамично развивается. В этом году мы открыли международный аэропорт. Очень надеемся, что география городов России расширится, в том числе и Санкт-Петербургом. Ждем прямых авиасообщений. И, конечно же, это придаст особый импульс нашим взаимоотношениям. Совершенно правильно и справедливо отметили о необходимости подписания соглашения между Санкт-Петербургом, правительством Санкт-Петербурга и правительством Республики Абхазия. Это придаст особый импульс и динамику нашим взаимоотношениям. Мы впечатлены тем процессом, который сегодня здесь происходит. Мы понимаем, что огромная нагрузка на местных властях, непосредственно вы принимаете активное участие. И, конечно же, очень рады, что Санкт-Петербург и остается культурной столицей и экономической столицей. Желаем вам успехов, развития. И, конечно же, будем нацелены на выстраивание особых взаимоотношений. Спасибо вам большое. Бадыр Гулба также встретился с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге. В рамках Международного экономического форума запланирован ряд двусторонних встреч президента Абхазии с представителями госструктуры и деловых кругов. Премьер-министр Владимир Делба совершил рабочую поездку на головное водохранилище в селе Речх, откуда в город Гал поступает основная часть питьевой воды. Он осмотрел территорию объекта, оценил текущее состояние инфраструктуры и пообщался с главой района Константином Пилия. В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с состоянием водопроводных коммуникаций и необходимостью их модернизации. Да, это основной момент. Есть масштабное разрушение стен. Это где проверили? Внутри. Вот это люк. Вот отсюда ревизию делали, да? Утечки есть. Вот это утечка. Местами там в секунду 50-80 литров воды уходит в сторону. И слишком много воды уходит, вот как водопад там у нас. Его не должно быть настолько, потому что там все подмыто и все уходит. А к чему это де-факто приводит? У нас ограничения, да? Да, вот именно вот сейчас вот сезон дождей, как бы мы еще дебит воды нам достаточно. Немножко пойдет период такой засушливый, все, у нас недостача воды. Нам надо, чтобы хотя бы вода накапливалась. А сетевые проблемы это потом. Люди не должны без воды оставаться. Это, к сожалению, не только в Гальском районе, есть и в других районах, но президент сам обратил внимание особо на это, поэтому мы сейчас обсуждаем именно первый этап. Вот это локально. Если нам получится, да,
реализовать его, то, конечно, будет хорошо. Надо провести подводную цементацию, бетонирование приемника, то, что находится внизу, чтобы устранить утечки, потому что помимо того, что трасса у нас как бы там с процентов 40 потери на трассе, у нас плюс 20% теряются на приемнике. Да, сама вода не Да, собирается. сама вода не собирается. Обязательно по каждому уровню, по каждому блоку надо провести обследование. Дефектный акт и проектно-сметная документация – это следующие этапы. Это у нас получается так, что из-за вот этих проблем, которые мы сейчас здесь наблюдаем, 60% населения не имеют воду. Да, и вода все убегает, да, именно так. Поэтому самое важное, самое приоритетное, что нужно сделать, Это вот накопить и иметь воду. А потом да, сетевой сначала этап. накопить, или потом потихонечку, этапами, своими силами будем делать дальше. И до села, разумеется, тоже необходимо дойти. Это очень У важно, нас очень-очень. городской вот эту воду имеет только Шишигара имеет. Да, Всё, дальше вода не идет. Да, Другие нет. села никакие вода не идет. Вопрос очень острый, задача стоит, чтобы изменить ситуацию к лучшему, обеспечить подачу воды в нужном объеме. В Абхазском институте гуманитарных исследований открылась научная онлайн-конференция, посвященная 1700-летию Первого Вселенского собора в Никее. В мероприятии принимают участие ведущие российские и абхазские ученые, специалисты в области истории христианства, богословия и культурологии. Репортаж Гунды Шоуа. Это далеко не первая совместная конференция ученых Абхазского научно-исследовательского института и Института мировой литературы имени Горького. На этот раз встреча, которая проходит в онлайн-формате, посвящена 1700-летию Вселенского собора в Никее. Есть вещи, которые мы не знаем, но наши русские коллеги подсказывают нам, потому что они в русской теме, в теме русского летописания, они, конечно, чувствуют себя более уверенно, но зато они узнают какие-то новые о Абхазском царстве. Тем более, что мы только сейчас живем в режиме свободного, так скажем, суверенного государства и имеем возможности озвучивать те истины, которые мы не имели при прежнем режиме. Первые сведения о христианстве в Абхазии относятся к первому веку нашей эры. Согласно древним источникам, христианство здесь проповедовалось двумя апостолами Иисуса Христа – Андреем Первозванным и Симоном Канонитом. Андрей Первозванный отправился в город Киев, а Симон Канонит остался проповедовать христианскую веру в Абхазии, где был убит в 1955 году на реке Псырцха. Следующие сообщения о христианстве относятся к IV веку. Тогда, в 325 году, в Малой Азии, в городе Никея, состоялся Первый Вселенский церковный собор, в работе которого принимал участие епископ Питиунской епархии Стратофил. Данный факт свидетельствует о значимости Питсунской епархии. Я хотел бы сегодня выступить о переводе «символ веры», что это не так легко, с одной стороны, филологически подходить, это вроде бы хорошо получается, но с богословской точки зрения это уже будет ересь. Значит, тут важнее всего богословие, как преподносишь, как требует догмат, вот с этой точки зрения. Почему? Потому что вот, вроде бы мы в храмах читаем или слушаем символ веры, вроде бы мы понимаем, а на самом деле каждое слово имеет глубокое значение. Конференция является составной частью большого совместного проекта, который длится более 10 лет. В результате определенной работы подготовлен труд в 3 томах под названием «Абхазия в русской словесности XIX-XX веков». Нужно отметить, что если в первых 2 томах были представлены русские исследователи, то 3-й том состоит в основном из работ абхазских ученых. Сегодняшняя конференция – это продолжение того, что у нас будет запланировано. А запланировано будет, вероятно, такое направление. Абхазия – земля апостольской проповеди.
Потому что духовная составляющая и литературы XX века, и XXI века, безусловно, она не подлежит никаким сомнениям, я имею в виду, да, абхазской литературы. Откуда это идет? Это идет именно от тех древнейших времен, когда и Симон Канонит здесь проповедовал, правильно, и абхазы впитывали в себя из первых уст, из первых рук, можно сказать, все христианские заповеди. Заседание стало площадкой для обмена мнениями и обсуждения интересных тем. Вопросы возникали как у абхазских ученых, так и у коллег с российской стороны. Доклад заведующего отделом новой и новейшей истории института Аслана Авицба был посвящен вопросам религии в повестке Дурипшского схода. Это вопрос очень сложный. Это проведение совпало с датой официального включения Абхазии в состав грузинской селькости и автономии. Поэтому там много движущихся, много вопросов, но в процессе Дурипшского схода были и в вопросе религии тоже обозначены. Во-первых, среди организаторов были представители христианского и мусульманской части духовенства, но основной роль играла традиционная абхазская религия. В многовековой истории Абхазии прослеживаются этнокультурные, торговые и религиозные связи. Это является подтверждением того, что Абхазия существовала не изолированно от внешнего мира. Говоря то, что, мне кажется, мы недооцениваем наше историческое прошлое, по крайней мере, недостаточно полно ее освещаем. Ведь Абхазия всегда была в привязке к ведущим мировым цивилизациям, издревле причем. Это начиная от древних греков, римлян, византийцев, тех же генуэзцев, потом еще две великие империи, в составе которого или под протекторатом которого была Абхазия. Все это дает нам право говорить о том, что это была не какая-то периферия, а как раз-таки в составе великих цивилизаций. В течение 2 дней ведущие филологи, лингвисты, историки и специалисты по теологии из Абхазии и России обсудят широкий спектр вопросов, касающихся истории, религии и культурно-политических взаимосвязей в разные периоды истории. Кундашоу, Рамо Камке, абхазское телевидение. 31 июля в Сухуми состоится торжественное открытие 23-го музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает», проводимого при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Абхазии, Президентского фонда культурных инициатив и генерального партнера Альфа-банка. В этом году фестиваль продлится с июля по декабрь. Всего запланировано более 20 концертов в Абхазии, городах России и зарубежных стран. В день открытия на сцене в Сухуми, возведенной у стен Абхазского драматического театра, выступит всемирно известный пианист Денис Мацуев. В его исполнении прозвучит 2-й концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, одно из самых ярких произведений русской классики. В 4-й средней школе имени Дмитрия Гулия состоялось награждение победителей участников всероссийского движения конкурса «Моя родословная». Победителям из ДНР вручили дипломы и памятные подарки. Но главный приз – это отдых в Абхазии. Детей ждут экскурсии и интересная программа. Гугуца Вардания расскажет детали. 11-летнего Валерия Якимова из Донецкой Народной Республики награждают дипломом и памятными подарками в стенах Абхазской средней школы имени Дмитрия Гулия. Приз он заслужил за участие во всероссийском конкурсе «Моя родословная». Написал сочинение о своем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны Валерии Якимове, в честь которого назван. Что у меня дедушка воевал, у него много медалей. Вместе с Валерием награду получают еще 24 школьника из ДНР. Но самый большой подарок для победителей конкурса «Моя родословная» – это поездка в Абхазию почти на 2 недели. Здесь их ждут экскурсии по красивым местам и интересная программа, организованная Министерством туризма. Дети уже увидели немало достопримечательностей из страны души.
Как у тебя впечатление вообще от поездки? Очень крутое. Что больше всего тебе здесь? Пещера, наверное, пещера, и все понравилось. Когда сказали, что поедем в Абхазию, обрадовался, знал вообще, слышал? Да, знал. Я до этого еще в Москве был. И потом через несколько дней сразу в Абхазию. Посетили озеро Рица, побывали в Новоафонской пещере. Сегодня едут на восточную часть Абхазии. Также приезжают в город Сухум, вечерний Сухум, прогулки по Сухуму. Достаточно интересный план мероприятий у детей. Конкурс проходил в ДНР, однако наградить победителя его организаторы решили в Абхазии. В торжественной церемонии награждения приняли участие представители Министерства просвещения, Россотрудничества в Абхазии, политические и общественные деятели. Прежде всего вас хочу сердечно приветствовать от лица Русского дома. Та миссия, которую вы здесь делаете, гуманитарная миссия, которая нацелена прежде всего на молодежь, на расширение контактов между молодежью наших стран. Мне кажется, это очень важная история, которую, разумеется, мы, как Русский дом, будем поддерживать и впредь. Особое приветственное слово, потому что для нашей абхазской земли понятие родословное не совсем пустое слово. Это то, что находится в нашей крови, в нашем генофонде. Поэтому тот конкурс, который осуществляется здесь, это большая заслуга и то, что мы должны делать ежедневно, ежегодно, ежечасно. Конечно, немножко с волнением, потому что когда узнал, что здесь находятся дети войны, я хотел бы сказать, что многонациональный народ Абхазии – это простой, второй, третий год. Я как участник и командир боевых действий, я знаю, что такое война и что послевоенные годы. Это миссия, которая организована фондом. Это очень правильная и нужная миссия. Потому что дети войны, они должны быть реабилитированы. Они должны получать реабилитацию, они должны ездить, знакомиться со своими сверстниками Республики Абхазии. Я думаю, что вы должны дружить во имя блага и мира. Дети из Донецкой Народной Республики прибыли в страну 15 июня. На границе их встретили представители Министерства туризма, вместе с которыми они отправились в путешествие по Апсны, разместили гостей на самом берегу моря в пицунских пансионатах. Размещение нас в Пицунде с нашими детьми, это просто рай. Республика Абхазия воистину страна души. Конечно же, я хотел передать горячий привет от президента нашего фонда, от депутата Государственной Думы, от многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Евгеньевича Карпова. Генеральный директор фонда движения конкурса «Моя родословная» Иван Кульнев представил цели и задачи. Суть не просто показать генеалогическое древо семьи, а изучить свой род, историю, создать общность детей и молодежи на всей территории России и за ее пределами. Школьники пишут сочинения о своих бабушках, дедушках, прадедушках, их подвигах и событиях из жизни. Как отметили в Минтуризма, подобный конкурс планирует провести и в Абхазии. Фонд «Моя родословная» планирует внедрять данную программу совместно с Министерством просвещения, также с поддержкой Министерства туризма, данную программу в абхазские школы. С началом учебного года наши дети будут рассказывать про свою родословную, подавать заявки, и те дети, которые более обширно и с подробностями будут знать свою историю своих предков, будут выигрывать данный конкурс, и мы планируем отправлять их в Москву. Также на 10 дней лучших детишек, которые знают свою родословную. Туда будут включены также экскурсии, проживание, естественно. У них также будет награждение победителей «Моя родословная», но это награждение будет не в Абхазии, мы планируем провести ее в Москве на площадке Государственной Думы Российской Федерации. И достаточно интересная программа, и я думаю, нашим детишкам будет это интересно, тем более наши дети, конечно же, изучают свою родословную. Нашим детишкам будет интересно рассказать про свою родословную
району. Это не первый раз, когда при организационной поддержке Минтуризма дети из новых регионов России приезжают на отдых в Абхазию. Впереди много планов. Следом 24 июня в республику на Кубок по дзюдо Абхазии прибудут спортсмены из ДНР. Этим летом также ожидается приезд многодетных семей из Курской и Белгородской областей. Гугут Савардания, Ахра Мичва, Абхазское телевидение. В Гулрыбском районе в самом разгаре работы по освещению участка центральной трассы протяженностью 2 километра 800 метров. После их завершения передвигаться по дороге будет не только комфортно, но и безопасно, как для автомобилистов, так и для жителей густонаселенной местности. На месте работ побывала Аэлита Арутюнян. Гулрыбский район – один из самых больших и густонаселенных районов республики. А летом здесь много и туристов, которые выбирают спокойное и живописное место для отдыха. Понятно, что освещение трассы – это вопрос не только комфорта, но и безопасности. На работу администрация района выделено 500 тысяч рублей. На совещании обсуждались острые вопросы района. Один из острых вопросов – это было освещение центральной дороги. Мы обратились к главе Гулрыбского района, Харазе Сейду Геннадьевичу. Нас профинансировали за счет средств Гулрыбского района. Администрации было выделено 500 тысяч рублей на освещение 2 километра 800 метров центральной дороги. Чтобы плафоны не отличались от тех, которые установлены по всей республиканской трассе, их специально заказали из России. Следует отметить, что освещение будет светодиодное, а значит энергосберегающее. Также были закуплены необходимые провода. В некоторых местах снимаем просто старые плафоны, где проведено электричество, и подключаем новые светодиодные светильники. В некоторых, конечно же, вот в районе Каштака есть проблемы с проводом, но мы эту проблему тоже решим, и чтобы район весь был освещался. Работы были начаты с Мачары, так как здесь вдоль трассы немало гостиничных домов и пешеходов. Мы начали с участка Мачары, потому что здесь очень много пешеходных переходов и много гостиничных комплексов, да и в принципе на всей протяженности дороги. Но как бы здесь есть повороты острые такие, где не видно людям, которые едут на автомобиле ночью, что люди переходят дорогу. Безусловно, освещенная трасса обеспечит автомобилистам безопасность и чувство уверенности за рулем. Улучшается видимость, а значит вероятность попасть в сложную дорожную ситуацию уменьшается в разы. Корова может выйти, не видно ее просто. Освещения нету, дальний врубаешь, людей светишь. Неудобно людям ехать, поэтому освещение необходимо здесь. С лошадью один раз чуть не врезались, реально еле-еле вырулил. Так что с освещением необходимо. Это водителям облегчит жизнь? Конечно, да? Вообще. Это очень хорошо, что освещение будет для водителей в первую очередь. Во-первых, ездить легко будет. Ну, освещение уже намного лучше будет. И движение будет, и все будет. Скот, лошади бывают, вот такое вот. Ну, сейчас, если освещение поставят, уже видимость лучше будет, и ездить легче будет. Работы по освещению участка республиканской трассы в Гулрыбском районе завершатся в течение нескольких дней. Аэлита Арутюнян, Константин Парулу, Ахра Мичба, Абхазское телевидение. В связи с проведением ремонтных работ 20 июня с полуночи до 20 часов будет прекращена подача воды в районах города Сухум. Старый поселок, улица Эшба, вокзал, центральная и нагорная части города, рынок, маяк. А сейчас о погоде. В пятницу 20 июня в Абхазии не ожидается осадков, местами возможен туман. Температура воздуха ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла. Температура морской воды плюс 22 градуса. На этом информационный выпуск Амшевкшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.